Мои телезрители – это уже как будто моя семья. Что самое трудное было? Главный режиссер меня в штыки. Я даже себе позволить это никогда не мог. В почете честный человек всегда будет. Вас предавали? Я нигде не мог появиться. Ты думаешь, на следующий день меня не вызывает зампредседателя? Вот какой-то вкус жизни вот вроде как уходит. Первое время так было приятно, а потом это стало ужасным. Ойжар Хожин Аргамбалта. Эфиры информацион программа Ирыштон. Наргамбалта Лобон Хош. Махтаун Рашуд Хабарта Куткалам. Харжижар. Владимир Дзамбулатович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Дзамбулатович, я очень рада нашей сегодняшней встрече. Я уверена, что будут рады и телезрители тоже. Много лет вы приходили к ним в гости через экраны их телевизоров и дарили им атмосферу доверия, тепла, атмосферу творческого вдохновения, а когда-то даже поддерживали их. Сегодня хочется, Владимир Дзамбулатович, поговорить с вами о вас, о вашем жизненном пути, о ваших жизненных ценностях. Вот обо всем об этом, о жизни. Готовы? Ну, во-первых, я очень волнуюсь, Фатима. Я вспоминаю тебя, когда ты была еще совсем юной девочкой, пришла к нам на работу, и мы встречались там. Но самое запоминающееся, это была встреча на моем юбилее, 60-летнем. Там ты уже, как член коллектива, свое весомое слово обо мне сказала. Спасибо большое. Самое, наверное, главное в жизни то, когда человек умеет вот этот талант свой и профессионализм поделить с кем-то другим. Я никогда не думал, что пройдет столько лет. Это было, когда мне было 60, сейчас мне 86. 26 лет. Это знаешь, сколько времени прошло Да. с тех пор. Но тем не менее в памяти все это есть. Спасибо за доверие, спасибо, что вспомнила обо мне. Теперь уже, когда ты стала знаменитым журналистом,
для меня это большая радость, я скажу. Ну что, Фатя, 16 февраля, 60 лет назад, я пришел на телевидение. И это изменило все. Я не знаю, обычно говорят, кем бы ты был, если бы не стал диктором. А я не знаю, кем бы я был, потому что первое образование у меня медицинское, я фельдшер. Ну, возможно, я был бы неплохим врачом. Когда я учился в университете, на практике в 13-й школе, я проходил ее, говорят, я давал хорошие уроки, но получал пятерки по всем урокам. Может быть, я бы стал неплохим преподавателем. Но все это может быть, а может быть и нет. И вот это нет, наверное, самое главное в моей жизни, что я пришел на телевидение раз и навсегда. Конечно, много всего. Ну, представляешь, Фат, 60 лет. Конечно, все было. Но вот по порядку я тебе расскажу, Да. вот как ты захочешь. Да, Владимир Дзамбулатович, вы сейчас вспомнили... А можно меня Володя называть, Фат? Мы столько лет знакомы, тем более мои дорогие телезрители, они Володя, Володя. На самом деле, все это время, пока мы работали вместе, мы вас называли Володя. Володя. И, ну, давайте, если Но вы, с тем не вашего менее. позволения... А как я попал на телевидение, это было очень просто. Я работал на хладокомбинате, заведовал медпунктом. Я по первой профессии фельдшер. Вы медицинское училище заканчивали, да? Все понятно. Да. Мгм. Вот. И очень трудно было добираться. Хладокомбинат за городом. А тогда, кроме трамвая, никакого транспорта не было. И мне нужно было идти до штыба пешком, потом на трамвай там час ехать и обратно то же самое. А тут телевидение открылось. И я пришел на любую работу устраиваться, потому что думаю, что с медициной уже, наверное, будет покончено. А меня пригласили на конкурс. Ну, я его прошел, и вот с тех пор я уже диктор. Но не так просто все было, Фати, потому что это сейчас так, конкурс прошел, тебя утвердили, и ты сразу уже начинаешь работать. Там время давали, как, тем более, что меня вроде отобрали на конкурсе одного. Из большого количества претендентов, да? Ну, Вот там это было важно около, отметить. около 300 человек, это много, 287, что ли, Да, вот да, так да. вот данные, да. Вот, сказали, чтобы я приходил, смотрел, как работают дикторы, и постепенно, мол, Вливались в подумаем. коллектив, да. Но там были люди, которые меня не очень хотели. Такое Но тоже всё- было, да? Да, так было. Главный режиссер меня в штыки. А вот. почему? Какая претензия была? Ну, вроде мне потом говорили, что он из Грозного, в Грозном работал, и диктора оттуда хотел перевести сюда, потому что здесь ее родственники жили, и Ну, понятно. желательно, чтобы она работала здесь. Кстати, потом мы с нашим главным режиссером стали друзьями. Я даже посещал его дом. Ну, короче говоря, все это в прошлом. Я стал работать. Что самое трудное было? Кто помогал вам? Что А было? кто мне что? Тогда никто ничего не помогал, Да. тогда ничего не было. Только зарождалось Только все, наше да? телевидение и все. Ну, я имею в виду, вот в Москву, допустим, вас отправляли? Не было нет? ни Москвы, Не было, ничего. да? Конечно, Только. Москва была уже потом. И вот в один прекрасный день вдруг звонят. Здравствуйте, это Мирденов. Он замещал главного режиссера. Мы вас на конкурсе утвердили. Вы почему не приходите? Я говорю, а меня никто не зовет. А ну-ка давайте, у вас есть время? Я говорю, есть. Это было вечером, после работы. Я пришел, ну, естественно, он меня встретил.
И там был, к моему счастью, Мэрбек Икаев, наш знаменитый актер. Да. Мердена ему говорит, аслапыма, азабахтака. Ну, там грим положить, все это Да. я помню сейчас. И опять завели меня в студию, и опять все сначала. И тогда меня уже позвал заместитель председателя Григорий Александрович Джагяев и сказал, мы вас берем. И 16 февраля был издан приказ, что я О вашем зачислен зачислении. диктором-практикантом Северо-Осетской студии телевидения. 60 лет – это целая жизнь, целая эпоха, да? И, наверное, было очень много интересных встреч, работы, где-то сложно было. Что было самым сложным и что было самым интересным для вас? Ну, я всегда говорю, что я самый счастливый человек, потому что с кем я только не знаком, с кем я только не вел программы. Это сейчас просто записи, все. А тогда же ничего не было. Даже трудно представить себе, что все передачи, все проходило живьем. Я встречался с Кучиевым. Я интервьюировал Павла Едых, Владимира Тхапсаева, Серафиму Икаеву. У меня даже программа сейчас есть «2 вечера с Серафимой Икаевой». Черно-белое изображение. Я когда смотрю, я удивляюсь, боже, как это все было интересно. Очень. Я вот сейчас вы говорите, прям хочется пересмотреть. Да. Ам махадак студии кушем крадиттон. Водю Шерафин уроктам арахсыттан авжаджи дашты зинат волдарканын хайп. Амаю арах фандыркуй кракуттам водю автожахтай Шерафин. Манан фандыр у ма амунтар, ама мен амунтар. Ама кад гарани вот усына хашты смитиши. أنا موندي سمن شخطون ما فندر تخاي ويوالد الرازور زنان. У меня есть пленка с Коряевой, у меня есть пленки с гармонистами, одной из самых известных тогда гармонисток, с Мамиевой, сохранилась у меня кассета дома есть. Вот, с Павлом Едыхом, да. Да с кем я только не встречался. Вы знаете, я самый счастливый человек. Я вел программу, какой-то юбилей Коста Ливановича на его родине в Наре. И сначала, значит, наше начальство были в доме музея, потом спускались туда, где площадка концертная. И когда он приближался, я имел честь сказать, дорогие друзья, к нам приближается, и сейчас перед вами выступит первый президент Республики Северная Осетия Алания. Он мне разрешал себя называть Ахшаром, а не Ахсарбеком. Ахшар Галазов. И люди все как захлопали, и он поднимается на сцену с другими представителями власти, со всеми интервью брал. И с каждым у меня были такие доверительные отношения. Правда, я никогда ни у кого из них ничего не просил, но тем не менее отношения были. Ну вот в этом хорошие. отношении, то, что вы сейчас отметили, что ничего не просили, я бы отметила вас как такого, знаете, бессеребренника, который любит свою профессию, полностью отдается, ничуть не жалеет себя и очень скрупулезно, тщательно готовится. Когда я пришла на телевидение и когда я увидела, как вы готовитесь к программе, это меня поразило. То есть вот настолько тщательно все выверять, рядом всегда орфографический словарь. Я очень многому у вас научилась. Ну, собственно, все, наверное, новички, все проходили через вас, через известных тоже дикторов и журналистов. Это все, ты знаешь, Фатима, это все как-то работа, тщательная работа. Я уже столько начитался. Я с листа мог читать все, что угодно, но я, чтобы выйти в эфир с новостями, не прочитав их раза 2-3 перед выходом в эфир,
Я даже себе позволить это никогда не мог, понимаете? Однажды был такой случай. Там опечатка была, машинистка опечатала государство, и там переставила «Р», и там получилось госдуратство. Ага, ага. И я дошел туда, и сразу мне стало не по себе. Знаю, что так читать нельзя, а как, я никак не мог сообразить. Я перечитал предложение, опять дошел до этого государства и опять остановился. Я просто отложил информацию и все. Я не стал ее читать. Это мне было уроком на всю жизнь. Я никогда не выходил в эфир с текстами, если я с ними не ознакомился так точно. Так. Я, правда, никогда вот этих правок не делал. Я вот некоторым ведущим тоже говорю, это же отвлекает. Там птички ставят всякие, вот эти полосочки, перестановочки какие-то. Интонационные, да. Ну, я там не есть знаю, вещи это такие. надо здесь держать, а тексты должны быть чистые. Да, это нужно проработать текст, Да. прожить его. Дело в том, факт, что сейчас же просто, сейчас суфлеры, но тогда же с листа читали все. Но когда ты ведешь передачу, сейчас, когда я старые программы просматриваю, я, конечно, Подглядывайте да, в потому текст, что да. это все невозможно было. Я же все передачи вел. Да, да, да. Я даже однажды вел передачу об искусственном осеменении рыб. Да, но только ведущие были. Мы вот дикторы были и информационники. Когда в эфир никого не подпускали близко. Да, да, да. Боже мой, чтобы усатые, бородатые, извини за выражение, небритые выходили в эфир, это было исключено. Даже выступающие. Ну, кстати, вот поговорим о вашем внешнем виде. Я, когда смотрю ваши фотографии, особенно тех времен, ну, собственно, и на телевидении тоже всегда вы одевались, ну, очень элегантно, по-телевизионному. Тут еще есть такой телевизионный язык, что камера все-таки позволяет делать, а что нет, да, там и цветовая гамма. Вот расскажите про это, про одежду, про то, как вы искали свой стиль. Ну, у меня опять-таки вот эти вот портные, как, да, даже так? они же опять тоже телезрители мы, понимаете, вот. Ну, вот они вот из простых материалов мне шили всегда костюмы, да? Костюмы очень оригинальные, то воротник стойка, то какие-то другие дела. Да, у меня много было вещей, очень много, да, и дорогих, и дешевых. Но мне очень нравился ваш стиль, вот, например, в водолазках, когда, вот, я не знаю, в эфир же позволялось, да, в водолазках выходить? Очень мне нравился этот стиль. Вот. Стилистов у нас не было. Да, да, это я знаю. Вот если говорить о телегеничности, о дикции, о вот таких вещах профессиональных, вы что можете сказать? Вот бывает такое, что ну, очень даже красивый человек, но на экране ну вот как-то не так смотрится. А вот вернусь к этому конкурсу, когда там же в фойе у нас монитор стоит, большой телевизор, и мы там все сидим, и вдруг я смотрю, там такие ребята были, такие красавцы, я думаю, господи, чего я приперся. Потом заходят, вызывают их, заходят, смотрю на экран, думаю, он, не он. Вот так посмотрел, красавец, на экране. Ушло все куда-то, да? Ну, я не знаю, что. Ну, вот говорят фотогеничный, а есть, наверное, еще телегеничность. Наверное, вот это. Да. Ну, и потом, понимаешь, все-таки давай не будем забывать, что опрятность, это тоже украшает человека. Причесан нормально, побритый, слегка подгримирован. Это тоже имеет, конечно, значение. А как вы тогда сейчас относитесь? Сейчас же ну, довольно-таки демократично и бородатые, и небритые выходят. А сейчас мне просто уже как-то... Привыкли к этому? На экране что вижу? Ну, мне тяжело смотреть, когда вот небритый, когда вот борода, причем еще есть красивый. Я всегда вставлю в пример нашего муфтия. Вот как он... Бородка, это красиво. Хаджимурат Гацалов, да? Я не против бороды, но когда там 3 волосинки вот так в разные стороны торчат, ты меня извини, это и не борода, и ничего, это просто неаккуратность, я так думаю. В наше время не позволяли.
Silent night in the forest, all alone in the sleet of rain. Lonely night in the forest, all alone in the sleet of rain. All is calm in the forest, spaceship low and a whisper train. Holy night in the forest, all alone, no place to go. Holy night in the forest. Володя, ну пробуйте торт. Да, Мне интересно, да. понравится вам или нет. Ну как это может не понравиться? А можно я пока это откушу? Конечно, конечно. Не смыканзан? Выбирали это прям в магазине, когда узнали, что это Володе Дудеву, они выбрали самый свежий, самый вкусный. Вкуснятина. Фата, никогда никаких ограничений у меня в еде не было. Это с детства. Я никогда не забуду. Было мне лет 5-6. Я бегал на улицу с ребятами, играли, прибегаю домой и говорю: мам, хурмагману. Она мне положила в тарелку кадур. Вот. Я говорю: я кадур не хочу. Кадур манахау. Авайсу. Хурмагай, вот и рубавай. Но я обратно побежал, поигрался, но кушать-то хотелось. Пришел, моя тарелка так и была, и я ее холодной сожрал. Извини за выражение. И с тех пор никогда я не сказал уйманахау. Что положили? Спасибо. Костя Фардиев, мы часто, не часто, но так встречались. Откровенно я тебе все рассказываю. Мы иногда встречались так, брали бутылку, селедочку, да, Джинина мама Сима нам отварит картошку, и мы вот так ужинали. Вот, а там вот, чтобы сказать, вот это я ем, а это я не ем. Вообще я был мясоедом, все мясное, а вот теперь уже как-то... Полегче уже, да, пищу хотите? Да, как-то мне все равно. Я вот сладкое раньше вот не ел, а вот теперь вот меня Джина и Альбина просто приучили. Ты знаешь, холостяцкий холодильник там без колбасы, конечно, не обходится. Сыр, колбаса, яйца там постоянно. А так приходят, готовят мне. Борщ, суп — это каждый день. Без этого у меня не бывает. Девочки, племянницы, да, приходят? Да. Да. Сейчас это вот самый ближний круг для вас, семья, где Да, вы вот можете- Джина, ее, значит, внуки, дочь, и Альбина с ее семьей, да, тоже. У нее тоже недавно внук родился, они должны прийти. Но я сегодня вот был на обследовании в больнице, сказали, что да, вроде ничего. Ой, как Да, я рада, буду, Володя. да. Вот. Немножко устал. Дай Бог. Да. Вот я вам прочитала все пожелания телезрителей. Приятно слышать от телезрителей? Ну, конечно, это? приятно, потому что, я же тебе говорю, что раньше как-то все это было как должное, а сейчас уже... Письма уже не пишут, но сейчас Пишут, все больше да. в электронных сетях. Да еще к тому же у меня вот телефон этот, у меня есть обычный? такой вот телефон, но Ага. я никак не могу вот собраться, освоить его. Кнопочный телефон у меня неплохой, но надо уже освоить. У меня есть, мне купили на день рождения в прошлом году, хороший телефон купили. Надо его осваивать, потому что уже без этого
что ты мне сейчас показала, вот надо уже иметь этот телефон. Да, это приятно Да. очень. Тогда будет связь у вас со Да, зрителями. да. Вот сейчас все равно вот зрители даже писали, такого диктора, как Владимир Дудев, у нас не было до сих пор. Если есть звезда на телевидении, то это Володя Дудев. Вот эта вот любовь, это потому, что сравнивать было не с чем. Тогда же не было ни сейчас же Москвы. есть. А это осталось у них уже, осталось, что вот был Володя, Земфира, там, Рима, Да. Джульетта, первая Земфира, Ташултан, Хутугов, Казбек, понимаешь, Юра Фидаров. Потом его племянник к нам пришел. Понимаешь как? Сколько было дикторов, еще много таких, она АБВДейку была, Татьяна. Сколько лет у нас работала. И что там так проходящих, это удобно говорить, да, проходящих. Но так несколько месяцев поработали и уходили. Я вел программу какую-то с учительницей, она рассказывала о каком-то фестивале, и ей стало плохо, и она стала сползать, прямо сползать. И камера начала на меня наезжать. Я чувствую, что они ее убрали с кадра. Я остался один. Я у нее взял еще тексты и продолжил. Что далее она говорила то-то, 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 то-то и закончил. Чтобы зритель даже не заметил. Конечно, да. Вот. Но это особый Но профессионализм. это редкостные случаи. У нас же, когда хор стоял, а там же жарко у нас, Да. прожектора. Хор стоит, и одна женщина упала там. Раз и упала. Я подошел, и как-то ее оттянул, все. А про жарко, Володя, это отдельное слово. Там же не было кондиционеров, правда, летом. Ну, там это же- дело еще не в кондиционере, там были нагревательные приборы. Да. Сейчас же не нагревательные, они какие-то только излучают свет, они нагревают, Холодный да? свет, Да, да. холодный. А тогда они настоящие, подойдешь прямо жарко. Да. А их же много софитов, сколько было по всей студии. Ну что, все равно галстучек, все. Я даже летом Да. никогда нам, Горячий хотя цех, официально разрешили, можно летом мужчинам одевать рубашки. Но я даже на это думаю, ничего со мной не случится. Но все-таки на телевидении лучше Ну да, костюма ничего как-то у не меня смотрится. на правила было Да, такие да, вот. да. Так дальше моей популярности. И было не с кем сравнить. Вот. Других каналов не было. Москву не смотрели, другие города не смотрели. Вот. Ну и, конечно, ведь человек чувствует, когда его любят. Да. Это обязательно. Ты чувствуешь, когда тебя любят? Да. Чувствуешь. Так и я чувствовал, что меня любят, и я этим же отвечал. Что было вне телевидения? Или, допустим, вы только жили своей работой? Вот как это было? Расскажите. А когда другая жизнь на телевидении? Я же когда приходил? Я приходил в 9 и уходил тоже в 9. А когда еще мы работали и начали подключать Москву, это через лет 5-6 было, через Пятигорск брали Москву как-то, и там фигурное катание объявили, и наше начальство сказали, надо давать фигурное катание. И ты думаешь, я до 2:30 ночи там не сидел на работе? А для чего? Потому что я поздоровался. Добрый вечер, дорогие телезрители, я должен попрощаться. Потрясающе. И вот закончилось фигурное катание в 3 часа ночи, и я, значит, говорю, Жнар-Рамбалта, на Куштфеш там Харшавут. Один случай по этому поводу. Давайте. Один знакомый мне встречается, пожилой человек, и мама еще совсем-совсем старая, и говорит, прихожу я как-то с какой-то вечеринки, уже в 12 часов ночи, наверное, вот такая затяжка опять была, и смотрю, моя мама сидит. Ты чего сидишь? Она говорит, Володя еще не попрощался. Посмотрите, как вас воспринимали, как члена своей семьи, да? То есть вот ждали, когда это вы уже скажете, отдельный да, разговор. Это отдельный Фадя, разговор. да. Но я поэтому и получал большинство писем, приходящие на телевидение,
были адресованы. Телевидение Владимиру Дудееву. Мне кипы, у нас же раньше был редактор. Отдел писем был, да. И вот мне кипы приносили писем, но я их распечатывал. То, что лично мне, я оставлял, остальное все обратно передавал. А что писали люди? Ну, писали по поводу передач тоже мне. Ну, лично мне, я за все это время, вот пока вот эти письма были, я ни одного ругательного письма в свой адрес не получил. Честно Ну вот говоря. я поэтому и говорю, что, вы знаете, удивительно, вот это такая всеобщая популярность и любовь, она бывает не у каждого. Всегда бывают, знаете, такие два фланга. Кто-то любит, кто-то ненавидит. Вас практически вся Фать, республика любит. Фать, это первое время так было приятно, когда ты идешь с тобой здороваться, смотришь, оббегают и опять здороваются, там молодежь. А потом это стало ужасным. Почему? Ну почему? Потому что я нигде не мог появиться. Я однажды, можно расскажу один случай? Конечно, мне эта тема Я очень однажды интересна. был в ресторане, и там был один наш сотрудник сидел. Ну как в ресторан пришли, надо же выпить. Кстати, спасибо за чай. Но стол есть стол, надо же выпить. Да. Но я смотрю туда и вижу взор, наблюдение. Ну, официантке говорю, что-нибудь придумай. Она мне в кофейничке принесла коньяк. И я это... как Под будто- видом кофе, да, так? Мгм. Ты думаешь, на следующий день меня не вызывает зампредседателя? Вот, Володя, ты вот на виду, ты известный, вот в ресторан. Я говорю, вы знаете, я в ресторане пил кофе, а вот кто вам доложил, тот глушил стаканами, я ему сказал. Вот так вот. И вот это, конечно, забирает какую-то часть человеческой везде. эмоциональной жизни такой. Это везде тяжело. так. Конечно, я никуда не могу пойти. На свадьбах никогда не был, потому что невозможно. Это с одной стороны приятно, с другой стороны это... Такой эмоциональный фактор, когда он не может быть собой где-то, свободно себя почувствовать. Все время в рамках. Вы все время как бы вот в экране телевизора, да, себя ощущаете. Скажите, а вы жалеете о том, что вот какой-то вкус жизни вот вроде как уходит тогда? Ну, Фадя, жалею. Ну, много кое о чем я жалею. Ну, во-первых, я жалею о том, что я не создал семью в свое время. Я жалею о том, что ну, не обзавелся друзьями. Понимаешь? Как? Вот потому что мне и дружить-то было очень сложно, потому что обязательно что-то должны просить. Понимаешь? А я человек, который, ты сама знаешь, я никогда ничего не прошу. Никогда. Единственное, когда я пришел просить, это, ну, Ахшар Галазов меня все время говорил, что ты не приходишь, ну, как-то я решил пойти. Это, когда у меня умерла мама, я жил на Армянской, у меня двухкомнатная квартира около Армянской в Атутино, там Я сейчас помню, стоматология, да, там да. шикарная квартира у меня, но уже не мог я там жить, мне после мамы тяжело было. И я думаю, да, я это, пойду попрошу, чтобы мне поменяли квартиру. Да. Ну вот он при мне позвонил Шаталову, сказал, Володя, сделай квартиру от Армянской до Джанаева, двухкомнатную квартиру. Ну и что, Шаталов мне все звонил, то на БАМе, то где-то, то еще где-то предлагал. Я говорю, я тебе где даю квартиру, а ты меня куда заселяешь? Потом он позвонил мне, сказал, что на Кутузова сдается дом, вот самый край, ну где круг, Да. хороший дом. Я там согласился, переселился туда, а потом я там продал, купил на набережной. Володя, ну вот вы сказали, что жалеете, что не создали семью. Но вы ведь были так популярны, столько поклонниц было у вас, вот, такая популярность. А времени не было, да, на то, чтобы Ну создавать да, я семью? утром приходил и ночью уходил. Когда? После работы, если выйдем, то или Жора Касаев скажет,
пойдемте, зайдем к нему. Или это самое, Зося, вот Жирняка, мать, всегда вот с Германом дружили, всегда после работы зайдем, ну пойдем там по 100 грамм, там, ночью, что утром опять на работу, так, а вот что там? Да. Там, что, о чем я жалею? Володя, ну давайте теперь расскажем вот о семье вашей, о маме, отце. Что вспоминаете? Как формировали вас как личность? Как вот что из детства помните? Ну, Вать, это очень интересно. Я родился в семье, где мама и папа были неграмотными. Они даже букв не знали, но были большие труженики. Я у отца 10-й. Вот. И почти все получили образование. Вот. Ну, непосредственно моя семья уже, ну, ты знаешь, мама у меня тяжело болела, 15 лет она была прикована, я за ней смотрел. Ну, это, вот говорят, что вот, как ты? Да я говорю, каждый нормальный сын ухаживает за матерью. Здесь я ничего такого не делал. Ну, ухаживал и ухаживал, нормально смотрел. Говорят, что, может, ты семью из-за этого не завел. Да нет, это не причина. Ну, тоже могло быть, наверное, причиной, потому что вы считали, наверное, отдать дань вот маме. Ну, это, может быть, что-то повлияло, но это не причина. Теперь я вот один, но у меня есть племянники, которые, ну, как дети мои. Это Джина, кстати, твоя подруга. Моя подруга, да. Вот. Альбина, она работает замдиректора научно-исследовательского. Она тоже кандидат наук. Так что я не одинок. Я садилась перед шифонером, я раскрывала газету и говорила: у меня жар хорш, куши, сагат и что на телевидении. То есть у меня все время было какое-то неосознанное желание быть на него похожей. Я его очень люблю, и вот от имени его племянников, многочисленных внучатых племянников, я хочу ему пожелать здоровья, всего самого-самого доброго. Вова, я тебя люблю. Давай, бабу, давай, иди ко мне, иди. Давид. Я вообще-то был против того, что Джина приходила на телевидение. Почему? Ну, зная вот себя, я не хотел, чтобы она повторила. А что не хотели, чтобы повторила? Ну, что? вот эту популярность, известность. И так оно, ведь все вот, я бы не сказал, что все такие прямо счастливые ведущие. Правда ведь? У меня мороз по коже, Володя. Ну, вот потому что в этом что-то есть. Когда ты на людях, обязательно разговоры, это все это неминуемо. К этому привыкать даже нельзя. Быть на виду у всей республики очень тяжело. Сама знаешь, что тебе объяснять. На самом деле, вот есть такое впечатление, что ты в гуще событий, что ты как бы на острие каком-то все время, да, но при этом как-то незаметно, быстро пролетает твоя жизнь, но ты ее не чувствуешь, то есть нет вот этого эмоционального. Мы иногда выдавали, допустим, какой-то праздник, а вечером возвращаешься, но тебя не было внутри этого праздника, ты его не прочувствовал, ты просто работал в это время. Да. Поэтому Ну я что, понимаю, о чем она вы меня говорите. не послушалась. Костя Фарниев привел ее на конкурс, опять-таки, вот она прошла и вот тоже стала работать. Ну, а насчет того, как вот к работе относиться, ведь не только я, Фать. Вот мои коллеги, и Зифа, и Рима, и Ташултан, вот Царство Небесное, Ташултана нет с нами уже,
И другие, первая дикторша, вот, Земфира Тетоева, кстати, мы переписываемся с ней, она еще жива-здорова, у нее внук уже появился, она очень рада. Вот, все такие трудолюбивые были. Ну тогда, наверное, по-другому нельзя было, да? Ну, я же тебе говорю, там не на что было рассчитано, ни на суфлер, ни на что. Там текст и ты. Володя, давайте поговорим о ваших жизненных ценностях. Вот что для вас главное? Вы очень толерантный человек, на мой взгляд. Вы можете простить и принять любую позицию человека. Где эта толерантность может закончиться? Где вот ваша граница какая-то, что вы не будете терпеть? Вот о ваших жизненных принципах. У нас работала Атаева, ее тоже уже нет с нами. Она мне как-то говорит: ишкума, ты жаган макуттаг научися кануй. Это мое правило. Я и Джине тоже все время говорю: Джина, это коллектив. Не вмешивайся в дела коллектива. Сейчас вроде спокойно. А раньше ведь много народу было. 400 человек у нас в телевидении. До 500. Группировки. Да ты же, Да. тебе ли все это объяснять? Группировки эти, все. Я никогда ни в какую сторону не приходил. Я никогда никакие документы не подписывал. Там какие-то петиции составлялись. Я никогда нигде не расписывался. Наверное, поэтому так у меня все складывалось гладко, что никто, ну, не скажу ненавидел, а никто ко мне таких чувств Негативных отрицательных эмоций, да, не не испытывал. проявлял, и незачем было, потому что я всегда был справедливый, и мне иначе нельзя было. Да вообще с дикторского вот цеха, тебе ли это говорить, просто для зрителей, с дикторского цеха вот я, Рима, Ташултан, Зифа, другая Зифа, Джульетта Каллагова, еще кто-то помнит, да. Вот не было у нас конфликта никогда, никогда. Если кто-то не может подежурить, без проблем кто-то другой подежурит, без ахания, без охания. Как-то, не знаю. Володя, вот если взять вашу жизнь, там, ну не знаю, лет 50 назад, когда вы были Да. в гуще событий, да, телевизионных Да. событий, профессиональных, и сейчас вот эти два состояния ваши, если можно сравнить, что было тогда и чего не хватало, и что сейчас есть и чего не хватает? Ну, я, опять-таки, ты знаешь прекрасно, что я неприхотливый, что у меня всегда все есть. Я всегда говорю, что я самый счастливый человек, и сейчас это говорю, потому что я отдал всего себя телевидению. И телевидение мне тем же ответило. Потому что я имею, смотри, во славу Осетии, я имею даже медаль столетия профсоюзов России. И даже не России, а Советского Союза и России. Я победитель соцсоревнования. Я всевозможный отличник всяких, всех, все и всего. Недавно меня наградили медалью. Что еще можно мечтать? Ну, единственное, что, конечно, нет у меня российского звания, но так получилось. Вот мне раньше казалось, что это на какой-то праздник вручили грамоту, там или благодарность вынесли, или вот медаль какую-то вручили. Мне казалось, что это, ну что, ну вручили, вручили. А вот сейчас все по-другому. Ты знаешь, вот мне вот кто-то позвонил, уже приятно. Кто-то пришел вообще. Недавно звонок я получил оригинальный.
Я до сих пор не могу прийти в себя. Звонят и говорят: Володя Дудиев? Я говорю: да. С вами будет говорить глава республики. Я думал, что шутят, как обычно. И вдруг в телефоне: алло, Володя, да? Може он, да бон хорш, може он кайбону и хорш, а тот мадан джурлагау. Все шутя. А потом он начал меня поздравлять, и я понял, что это он. Глава. Меняйло. Сергей Но я Иванович. знал, что он алагирский, что он владеет осетинским языком, но я не думал, что до такой степени хорошо, потому что... Ну, вам приятно было, да? Ну, То есть сейчас конечно, это приятно. уже Вот приятно телеграммы понимать. вот от Мамсурова, от Битарова 2 телеграммы, вот, что он не был на моем юбилее, он был в Москве. А теперь, когда вот этот альбом просматривают вот, из Франции, как я вообще попал в Париж? Как? Расскажите. Как-то сидим так, и тогда председателем работал Токаев, царство ему небесное, да. Он говорит: ну ты вообще вот работаешь, а мечтаешь вообще о чем-то? Я говорю: конечно, мечтаю. Он говорит: о чем? Я говорю: побыть в Париже и умереть. Все, и на этом, ну, дальше пошли разговоры, какие трудности, как, что. Через несколько дней проходит, поздоровались: ну ты готовишься в Париж? Я опять думаю, что шутит. У меня все как будто шутки. Я говорю: при чем тут это? Готовься, в Париж полетишь. Через 3 дня мне Джульетта Калагова звонит из Москвы: Володя, так, такого-то числа жду тебя в Москве. Потрясающе. А Джульетта тогда же уже Она не, по не туре- работала на телевидении, а Она уже работала в Москве в турагентстве. турагентстве. Да. Вот так я попал в Париж. Какая прелесть. Да, 8 дней. Расскажите о впечатлениях в Париже. Мне вот не нравится вот это выражение, это словами не скажешь, передашь. да, не передашь. Но на самом деле это надо просто видеть. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. 8 дней, неделю. Ну просто не было возможности даже ахнуть и охнуть от всего красивого, всего, от самого Парижа, от людей, которые там живут. Туристов очень много. А Вот что больше всего впечатление. запомнилось? Вот я вижу Ну, вас конечно, около Эйфелевой башни. собор Парижской Собор Богоматери, Парижской конечно, Богоматери. театр оперы и балета. Да и вообще улицы, там как-то все, площадь и улицы, площадь и улицы, и там очень трудно ориентироваться. Я все время с записочками ходил, как добираться. Чтобы не потеряться, Типа, да? да. Володя, да. а вот собор Парижской Богоматери, это играла же, помните, Джина Лола Бриджида Да, да, играла, да. ваша любимая роль. Она неделю Джины. назад умерла. Да, она вот недавно Но умерла. не молодая, за 90. 95, по-моему, Да, ей да, было, да, лет. да. Вот. Но я знаю, что у вас были, ну, такие особые отношения к этой актрисе. Ну, Она это вам очень юношеское. нравилась. Ну, юношеская, да, конечно, кому не нравилась? Джина была любима всеми, Фан-Фан, Тюльпан. Да. Потом появился собор Парижской Богоматери, потрясающий фильм Да, в цвете. «Хлеб, любовь, фантазия», самая красивая женщина в мире. Да что это, фильмы здесь шли, они с успехом шли. А потом все, Джина это же как, Джина Лола Бриджида здесь, Элизабет Тейлор в Штатах, Да. ну, Симона Синьере, там Софи Лорен. Но самая красивая все-таки была, конечно, Джина из всех. Да. Ну, не каждый свою племянницу назовет. Ну, именем я назвал, Джина. да, Джиной. У меня все-таки где-то была тяга к искусству, потому что я натихую от родителей. У нас тогда была студия при Русском театре. Они набирали себе молодых, и я в эту студию ходил.
Но потом ее расформировали, но какие-то азы, конечно, техники речи, там, дыхания, все это осталось. Но этого было недостаточно для того, чтобы, как ты говоришь, стать диктором какой-то. Ну, я про себя, мне как-то неудобно так. Но то, что я был известный, популярный, это никуда Диктор не денешь. номер да. один. Это все-таки труд. Мгм. Это все-таки то, что ты говоришь. Я никогда не выходил, не прочитав несколько раз свои Конечно, новости. да. Вот. Это было тогда. Потом я знакомился, уже говорил со всеми знаменитостями республики. Вот. А сейчас что? Сейчас у меня есть телевизор, где все каналы. Я смотрю наши все программы. Я смотрю нашу круглосуточную программу. Ну, в основном сижу на спорте. Вот. У меня квартира на проспекте Коста, на 12 этаже. И я смотрю с удовольствием. Горы, да? Горы. У меня столовая гора, потом Казбек, когда хорошая погода, я наслаждаюсь. Потом я не забыт. Джина, Альбина постоянно. Племянница. Я не занимаюсь уборкой там. Хотя сейчас сказать, стиркой не занимаюсь, я вспоминаю, как моя мать Стирала руками да. все это, да, А теперь да. забросил и машину нажал кнопку. Я даже удивляюсь вообще, как сейчас все. Да, Володя. Но да. они меня посещают, и я... Володя, а скажите, то есть вы добираете вот то, что не успевали во время работы, добираете это сейчас, там, я не знаю, погулять, пообщаться, что-то, вот тот же спорт там посмотреть? Ну, вот я это? вот, ты знаешь, я вообще говорю, что не очень компанейский. Вы? Ну, я вот Я не думала в никогда. рестораны не хожу. А, ну в этом отношении, да. У меня вот там, вот, где я живу сейчас, там вот рядом с моим домом, дом, где живут сотрудники сельхозинститута. Лиана в этом доме живет, там, Томати. Он недавно подарил мне альбомы свои. Он издал альбомы, фотоальбомы для туристов. Мне очень понравилось. Вот я выхожу там с ними. Так. Опыт прожитых лет, столько людей, которые вам давали, наверное, массу интересных каких-то сведений, советов, то, что вы аккумулировали все в себе. Вот что бы вы могли сказать, какой самый важный совет вы получили, и что бы сейчас могли транслировать следующему поколению? То, что я считал главным в человеке, Что? это ни о ком плохо не говори, не вступай ни в какие сговоры. Там еще много кое-чего. И я нормально себя чувствую. Ко мне соседи хорошо относятся. Я к ним хорошо отношусь. Проблем у нас никаких нет. Поэтому Вот такой совет бы вы дали молодым, да, тоже? учиться Учиться. обязательно. Хотя сейчас говорят, зачем учиться? Вот Ну как? Сейчас зачем багаж учиться там? обязательно. Нет, все равно образование нужно выше Да. обязательно получить. Это первейшее. И, конечно, быть честным. Обязательно честным. Все-таки, как бы там ни было, в почете честный человек всегда будет. Но честному и труднее жить, нет? Предателей терпеть не могу. Особенно. Вас предавали? Двуязык. Меня предавали, не часто, но предавали. А как вы с этим справлялись? А я просто к этому отношусь. Ну что Тем говорили? людям всегда самим становится плохо. Я это заметил. Не обращать внимания. Не стараться отомстить там или то же самое сделать. Нет, Очень мудрый совет. это плохо. А честному трудно живется? Ну, вообще-то, нет. Нет, Фать, Нет? нет. Если ты считаешь, что ты честен, никого не предал, ни о ком плохо не сказал, почему тебе должно быть плохо? Нет. Вы на этом этапе своей жизни какой определили бы смысл жизни? В чем смысл жизни?
Понимаешь, опять-таки, вот мне было бы легче об этом говорить, если бы у меня была полная семья. Понимаешь, если у меня было много друзей. Было бы проще на такой вопрос отвечать. Но так как я один, понимаешь, вот, мне трудно на это отвечать. Я, конечно, иногда ухожу в себя, думаю об этом. Конечно, не без этого. Но, тем не менее, я живу и должен жить, пока я живу. Володя, а вот эта народная любовь зрительская, она не замещает этого? То есть вы все равно чувствуете одиночество? Ну, понимаешь, вот уже забывать стали люди. Забывать, это я тебе говорю, что ты хоть вспомнила обо мне. А так нет. Вот если Тимур иногда позвонит, Володя, как ты себя чувствуешь? Вот. Зифа, Рима, да, другая Зифа, те тоже из Ну, то есть Питера звонят. вы бы советовали все-таки, наверное, одно из главных вот в судьбе человека – это создать свою семью, найти все-таки свою вторую Да. половину, да? Да. Это важно? Да, Это важно, да? да. А вы бы, допустим, сейчас пожертвовали своей профессией, популярностью в счет того, что если бы вот у вас была полная семья, много детей, и вот вы бы в этом уюте? Какой трудный вопрос, Ватя. Да. Да, очень трудный вопрос. Нет. Нет. Настолько во мне вот это уже У укрепилось, меня мороз по коже понимаешь, прям. что вот мои телезрители, это уже как будто моя семья. Да. Это я без всяких этих. Уже мне столько лет, что мне уже нечего скрывать. Но я точно знаю, что даже если я их не вижу, они меня не видят, все равно у меня такое чувство, как будто они до сих пор обо мне помнят. А я по-прежнему их люблю, потому что они у меня всю жизнь были. Я без них же никуда. Мгм. Я проведу какую-то интересную передачу, у меня звонят. Мгм. Разве это не красиво? Или когда я веду концерты, сейчас я ничего не веду, но я же все творческие вечера всех наших Да, знаменитых певцов, я же вел. Когда я выходил на сцену, то когда люди вставали, это же много кое-чем. Они же не могут сразу вот так взять и забыть. Я вот после нашей беседы тебе покажу диск, когда я еще коммерческий офис у нас был, отдельный уже, да, на день моего рождения, значит, все вот эти вот исполнители, певцы, певицы, там по пару слов про меня говорили, я тебе потом покажу. Да, да, да. И это все искренне. Я не думаю, чтобы просто так говорили. Конечно. Все это искренне было. Я иногда так прослушиваю и думаю, ну, сейчас они не звонят, потому что у них, они намного младше меня, во-первых. Потом у них концертная деятельность продолжается, но уже без меня. Но я рад, что я это делал. Потом я очень рад, знаешь чему? Чему? Что я вот эти концерты начал вести на осетинском языке. Мгм. А раньше не вели их на Ну осетинском? что, ни одной русской песни, ни одного русского там или кого-то в зале нет. Все звучат песни осетинские, в зале все сидят осетины, а я выхожу и веду концерт на русском языке. Это же неправильно. Вот я ввел эту тенденцию на осетинском языке. Сейчас и Лалев меня подхватила, вот это самое, Залина меня подхватила. И сейчас, слава богу, концерты осетинской музыки идут на осетинском языке. Володя, ну вы сотрудничали с театром Амран тоже, да, так тесно? Вы Вот, просто в там спектаклях вообще- участвовали, Там да? вообще особая статья. Да. Да, да, да. Вы очень Но там любили. там они на фоне освещения сделали Да. такой момент, значит, там падает, исполнитель падает в обморок, Да, да, да. но ведущий, ну это же шутка все, что Да. ведущий говорит, мол, все, а мы пайданали. Дудя да Володя, а телефона никому.
Могу же Ну, надо это как сообщить. шутка уже, И да? вдруг я выхожу, ну, ты знаешь, там такой прием, я вообще... Володя, давайте поговорим об извещениях тоже. Ну, вот какой-то отрезок времени вы на самом Да. деле читали эти извещения, и уже так голос был узнаваемый, даже, видите, в спектаклях уже даже юморили на эту тему. Но при этом это в нашей жизни присутствует, жизнь и смерть. Фать, я тебе сейчас на примерах, да? Вот мой старший брат, вот Джинин отец, да? Он бросал все и смотрел эти извещения, слушал. Я его как-то спрашиваю. Я говорю, зачем тебе это надо? Он говорит, ты знаешь, Вов, Жианджи надо им агайдам, яном дарфирохвае. Вдруг он забыл позвонить или Карганагнер Басади. А тут я, говорит, услышал и сам иду. Еще позвоню знакомым, которые тоже не слышали. И вот, когда я был помоложе, мне казалось, что это, ну зачем? А вот теперь их уже нет извещений, а я получаю Рашцинады и Осетию, и как только получаю газеты, сразу открываю 4-ю страницу и смотрю. Сразу. А потом уже читаю газеты. Почему? Вот я хотела спросить, Не почему? знаю. Вот почему? Наверное, потому как брат говорил. Я должен узнать. За всю работу там столько про себя наслышался всего, что тебе передать не могу. Вот идет мужик и обнимает меня, ну свой и все. Ты помнишь, вот в таком-то селе мы с тобой хорошо поддали. А вы его и не А знаете. я потом ребят спрашиваю, а кто он такой, а где вообще это село? Понимаешь, да? Поэтому, а женщине тем более все это. Я-то как-то привык к этому и... Володя, я сейчас хочу вспомнить Беслан. Какие трудные были дни для республики тогда. И я помню, мы пропадали тогда на телевидении, но я помню, когда вот вы выходили, понимаете, тут даже поздороваться как-то надо было по-особенному. С одной Это- стороны соболезновать, с другой стороны поддерживать, с третьей стороны что-то необыкновенное делали Да. вы в эфире, Володя, вы именно Но вы. вот после Бесланской трагедии вот, особенно вот было очень тяжело, потому что извещения, вот эти перечень погибших, читалось на комплексе, а живой эфир шел со студии. Да. А там порядка километра, да, расстояние? Бегать надо было, Да. да. И вот я побегу туда, обновлять список погибших. Так, потом бегу туда, читаю информационную, Да, да. а потом оттуда звонят, что 2 фамилии неправильно прочитаны. Я опять бегу туда, перечитываю, потом к этому времени опять информационная, она же через каждый час шла информационные сообщения. Да. И вот я бегал туда-сюда, туда-сюда и очень устал. И заболел я. Я после этого в больнице лежал, у меня суставы очень болели, тазобедренные суставы особенно. И даже инвалидность 2-й группы получил после этого. Я очень тяжело перенес. Я даже вот года 3 назад поехал специально посмотреть в эту школу. И тяжело мне было, я и там наревелся, как. Не могу, я тяжело. Да. Но меня еще почему любили, и мои коллеги почему. Вот эти вот, когда мероприятия шли, вот это все. Я своим девочкам говорю так, девочки, это не женские дела. Не женские, это чтение, чтиво, не женские. Я говорю, сидите дома, потому что проходить, когда вот эти события с соседями были, по улицам стрельба шла, все. Я говорю, девочки, сидите дома. Я живу рядышком, вот. Ну вот Нормально. вы понимаете, тут еще экран, он высвечивает еще человеческие качества. Это удивительное свойство экрана, но оно так и есть. Вот человеческие Но это не качество, это, наверное, так. У меня в семье так всегда было. Помогать друг другу.
Да. Ну, ты с Джиной хорошо знакома, она ж тоже так же. Конечно, Если да. надо поработать, пожалуйста. Да, мы же... Никогда не сказала нет. И я думаю, что и Альбина на работе также, и там все уважают. Да, Володя, да. Так что вот Так так что вот. вы и в радости, и в горе были с жителями Да, республики да. своей. Да. Поэтому сейчас жители платят вот такой любовью. Да. Чтобы вы просто знали о том, что они вас очень любят и ценят. Чтобы вы это не забывали. Володя, а еще такие короткие вопросы. Вот вы что больше любите, прозу или стихи? Ты знаешь, как-то мне даже никогда не задумывался. Вот у меня там в шкафу и проза, и стихи. И то, и Как-то другое. это зависит от настроения, мне кажется. Иногда вот так лежу, и так мне сборник Гуржебекова подарил-то. Это почитаю. Спокойно так все. Про себя почитаю. Да. Если, допустим, выбирать уехать в Москву и быть столичного масштаба диктором, или Нет, все-таки меня остаться же в приглашали республике? во многие студии. Мгм. О, я никогда не забуду. Тогда у нас работал заместителем председателя ИКОИ Юра. Мгм. Мгм. Он рано ушел из жизни. Ты не, Нет, я не- уже не застала. Вот, и мы были в Кабарде, Мгм. в кабардинской студии. И, значит, я провел передачу, и нас пригласил с Юрой председатель. И их председатель просто умолял меня поработать года 2-3 хотя бы, чтобы кого-то подготовить. Вот. Вот. И я сказал, что если телевидение, то только североосетинское. Боже мой. Я прям Юра, рот до ушей. Пришли, когда приехали, всем рассказывать, что вот патриоты, вы все кричите, вы патриоты, а Володя вот доказал, что он патриот. Я не знаю, но вот книги обо мне, вот, там Ахурбек Магометов пишет, что он зашел к шефу, к Агузарову, и у него был Балашов. И он очень настойчиво просил, чтобы он меня отпустил в Москву. Но я бы все равно не уехал. У меня были приглашения хорошие в Харьковскую студию, то ли украинских каких-то студий, на семинаре, когда был я в Москве. Я 2 раза вел с программами в Сочи. Там мне тоже намекали, мол, не хотите ли вы к нам? Я сказал, что не хочу. не жалеете. Нет, ну я не могу без Владика, понимаешь? Ну не могу я. Я вот в Болгарии был месяц. Я уже не знаю, когда, как бы этот месяц кончился. Я уже едем по набережной, все побережье болгарское проехали. Я был в гостях, у них машина была. Вот мой друг, я, и сзади его жена и 2 детей. И все побережье объездили. И вот все, что-то мне не хватает, не хватает, не хватает. И вдруг пошел дождь. И я говорю, Христ, остановись, остановись. Я вышел. Господи, это же дождь, это же мое родное. Он столько смеялся. Да. Нет, я не могу нигде. Я мало того, что уехать работать, я вот куда-нибудь поеду в гости, и то не могу. Да. Не могу. Я. Вот в Париже 8 не был уже, ты меня извини, но мне тяжко. Я не знаю почему. Я даже не могу Потому что объяснить. вы патриот, любите Не свою знаю. родину, любите свою работу, людей любите. Да. Володя, а о чем сейчас мечтаете? О чем я мечтаю? Вот чтобы мои родные были здоровы. Потому что от их здоровья зависит мое здоровье. Все-таки нет, Фать, это все-таки мне 86 лет будет. Вы так хорошо Через, выглядите. не через как- месяц, а что? Через месяц, 8 да. апреля. 8 апреля. Ну, вы Овен, кстати, сильный знак, да? такой? 86 лет, это же не 86 месяцев. Да? Но вот смотри, вот эту квартиру. Я не убираю, потому что Альбишка прибегает, уберет.
по пятницам или по субботам Джина приходит. Ну, вы все время Да. вместе. Как сейчас, вот люди поменялись, добрее стали? Или наоборот? Сейчас все-таки суровое Ну, понимаешь, время. я никогда не встречался с очень недобрыми людьми. Мгм. Редко. Мне почему-то... Хотя-то я очень близко не сходился ни с кем, но таких вот людей на моем пути тоже не было. Мгм. Ты знаешь, я единственный человек, с которым я не разговариваю, тут не хочу даже имя называть, даже нехорошо. Мы уже не общаемся, не встречаемся, мы в разных местах сейчас живем. Вот. И то у меня как-то... Если не секрет, что послужило вот таким поводом для этого? Ну, неприятности бы мне распространяло. Вот так. Слушай, я терпеть не могу это. Слухи, сплетни, предательство, да? Да, Такое да, это вот ужасно. всё. Просто перестаю общаться и все так. А так в жизни ни с кем вот не ругался, ни... Но это еще и говорит Да. о вашем внутреннем мире, Ну, о знаю. вашем отношении, о честном таком отношении. Сколько вот мы проработали. Вы знаете, мы когда, допустим, пришли на телевидение, вы могли же показать, вот все вот мэтры телевидения, они могли показать свою высокомерность, там, ну, как бы пришли там какие-то цыплята желторотики, а нет, такого не было. Простота в общении. Даже сейчас, мне кажется, это не хватает людям, которые приходят на телевидение. Не знаю. Да. Спасибо, Володя, спасибо большое. ну что. Очень приятное чаепитие сегодня Да. было. Спасибо. вам, спасибо, Володя. Тебе большое спасибо, Фатя, потому что ты вспомнила обо мне. А я же тебе рассказывал, что мне сейчас очень приятно бывает Да. встретить. Правда, интервью давать мне все сложнее и сложнее стало, потому что я иногда фамилию забываю, имя забываю, какой-то предмет могу забыть и нервничаю, поэтому... Не страшно, в нашей беседе Поэтому- вы ни о чем не забыли. Да. Да. Ну, Все всё хорошо, равно Володя. как-то. Спасибо вам, Володя. Да. Будем стараться какую-то планку держать, ту, которую задали Да. вы. Очень Спасибо, высокую Володя. планку вы задали. Что бы вы посоветовали молодому поколению? Вот часто пишет старшее поколение письмо Да, да, своим детям, правнукам. Что бы вы написали, что бы вы сейчас сказали? Я думаю, что многие телезрители будут смотреть эту программу. Молодые должны, и они работают, они хорошо работают. Я уже смотрю телевизор. Я бы просто хотел, чтобы они более внимательны были к людям. Понимаешь, более внимательны. Ну, мне как-то неудобно говорить о каких-то вещах, которые мне не очень нравятся. Давайте понимаешь? скажем, почему? Нет, я, ну, Фатя, не могу. Я уже в том возрасте, что скажут, вот, старый, а... Вам, по-моему, можно все Мне кажется... с высоты вашего опыта. Мне кажется, вот любви к материалу, который делают, иногда не бывает этой любви. Мгм. Просто вот про та-та-та-та-та-та и все. Мгм. А мне кажется, что молодой журналист, он должен с любовью и внятно. Я всегда говорю, не тараторьте. Вас смотрят от 50 и выше. Мгм. Молодежь сидит, вот как ты сейчас в телевизоре. С Да, и телефоном. все они там. Мгм. Это мы вас смотрим. Мгм. И до меня информацию нужно подать Мгм. четко и внятно. Если я ошибаюсь, как старый человек, может быть, я не прав, не знаю. Но мне так кажется. Вы сейчас затронули тему эмоционального интеллекта, когда нужно не просто как вот по суфлеру, как механизм какой-то прочитать. Цифровизация, которая вывела нас вот на этот темп. Да? То есть Ну, вот- опять-таки, да, Фать, понимаешь, но то, что ты выбрал, Мгм. ты же из всей этой массы выбираешь что-то одно, Да. это надо делать с любовью. В общем, любую свою работу надо делать с любовью, Конечно, только так. Иначе Да. твою передачу никто воспринимать не будет. да? И никогда ты не будешь популярным. И никогда зрители скажут, ой,
скорее включай телевизор, там сейчас будет передача Сабановой. Мне кажется так. Да, Володя, это так, это так. Это в любой профессии касается, не Может только быть. телевидения, да, и Да. врач, тем более учитель. Но Если там они не разговор о любят, профессии, любите Да. профессию. любите профессию. А здесь о человеке, о котором ты говоришь. О человеке, О котором ты делаешь говоришь. материал. Это да, безусловно, безусловно, да. А вот если вы, допустим, доносите информационную программу, а кого там любить? Героев, вот, да. героев своей передачи. Вы их прям чувствуете и видите, Да. Вы знаете, а я помню, когда вот впервые пришла на телевидение, то есть до этого я работала, допустим, в школе, и вот что такое аудитория, я представляла себе. Но первое, что просто в ступор, значит, ставит человека, это то, что вокруг нет никого, а ты должен кому-то это вещать. И это было очень трудно, и первое время, на самом деле, какой-то вообще вот расплывающийся взгляд. И я помню вот ваши наставления, ваши слова о том, что ты должна выбрать определенного конкретного человека и рассказывать эту информацию ему. Ну, это у меня всегда Да, так да. было. Каждый раз, до самого последнего дня, когда я читал новости, я всегда кому-то одному читал. Потому что, когда ты читаешь на всю аудиторию, там у тебя эмоции совсем другие. Когда я вот сейчас разговариваю, говорю тебе все это, я же с любовью к тебе отношусь. Я это чувствую. Иначе у меня улыбки бы это и не было. А если бы я вот так вот, да, Фатима, вот ты знаешь, было бы хорошо, если бы человек, который делает очерк о человеке, любил его, тогда бы его материал был лучше. Это же неинтересно. А вот, Фатима, если бы ты делала материал, который и так же любила героя, как я сейчас тебя люблю, то твой материал был бы всегда. Вы сейчас на примере прям просто очень доступно показали нам это. Ну, кстати, вот первый вариант очень часто во время, допустим, моих программ показывали чиновники. Там это такая скупость эмоций, и даже как-то уйти от ответа, она всегда присутствовала, и это всегда читается, чувствуется, что человек или искренен, или нет. Володя, ну вот если можно, очень люди любят такие телевизионные курьезные случаи. Если можно, несколько случаев, там, ну пару хотя бы, 1-2 случая расскажите. Ну, курьезные, дорогие телевизоры. Это вы сказали. Добрый вечер, дорогие телевизоры. Это один курьезный случай. А потом я как-то проголодался уже, поздно было. И ребята там сухарики жевали. А я вел передачу, кинопередачу. Значит, дикторская вставка, потом киноканал идет, потом опять диктор и опять киноканал. Ну, ребят, дайте тоже пожевать что-нибудь. Они мне кусочек сухаря. Я только, и чего там коротенькая была вставочка кино. И это ассистент пришел, выдаю, а у меня во рту сухарь. Я как-то вот так сделал сухарик под язык и продолжил. Никто Получилось? ничего не узнал. Ну вот с этим государством вот Да, тоже да, курьезный тоже, да. случай был. Что еще у меня было? Ну, Не много знаю. интересного было. Я тогда помню, удивилась, когда вы вели информационную программу, вы надевали пиджак, галстук, а внизу унты зимой. А, снимали обувь, да. Да, Это, да, да. Этим делом грешил наш оператор, особенно Эдик Кацев. Да. У Зифы тоже снимали А, во обувь. время эфира они снимали обувь? Конечно. Подползали. Расскажите, как это было. Ну как, вот ты читаешь, а туда подползает и снимает тебя обувь, и ты совершенно не реагируешь. А как у меня взорвались эти лампочки, и я продолжал, как будто ничего не было, только меня уже прожгло. У меня вот тоже такое было в эфире, Да, пиджак ну, тоже а прошло. куда я да. денусь? Я же не буду кричать, товарищ, я горю. Да. Это вот прямой эфир. Володя, вот очень часто говорят, когда человек часто в эфире, вот вы 60 лет были в эфире, и, мол, не волнуется уже человек. Вы не волновались перед каждым эфиром? Я не знаю, как другие, а я даже на объявку выходил, волновался. Я не знаю. Я вот концерты уже, казалось бы, что. И то вот так вот дрожу весь перед тем, как выйти.
Это есть или нет? Я не знаю, если есть такие, которые не волнуются, но ты волновалась? Всегда, Ты волнуешься? всегда, у меня Ну, тахикардия. тогда как же, Я я очень не- волновалась, и вот и сейчас даже, Все когда правильно, вот, я точно на так же. программу идешь. Да, Султан у нас был более-менее такой не волнующийся. Но он актер по образованию, может, поэтому. Брал в руки может себя, да, быть, так да. это. А Но я вас- не смог выработать в себе У вас это. тоже, кстати, очень много есть вот такого актерского мастерства. Вы даже Да. сейчас это продемонстрировали, как можно с эмоцией сказать, а как можно без эмоций сказать. Оно это есть. Я думаю, что если бы вы были актером, вы были тоже замечательным актером. А вот про меня байка идет, насчет курьезов я вспомнил, что вот ты читал это погоду и сказал, что там над Хумалагом или там над Новым Батакаюртом будут какие-то грозовые тучи. Это неправда, я этого никогда не говорил. Так, мы это опровергаем. Да, Вот. Все опровергаю. фейки мы Совершенно опровергаем. нет, это байка не ко мне. А вы сейчас не на экране уже, и тем более многим интересно, где вы, как вы. Мне подарили на работе на день рождения поднимающийся Ага. стул, и я вот так поставлю у окна и сижу, наблюдаю. Мне хорошо. В эту сторону посмотрю, Столовая гора Столовая и гора, Казбек. да. Сюда посмотришь, там вышка наша. Да, родная. И особенно новая уже подгоняется. Все, но больше стороны, конечно, в горы. Вот. Красивый вид. Вот да. особенно, когда вот этот флаг освещается ночью тоже, оригинально смотрится, она высокая. Все прекрасно. Зиму любите? Терпеть не могу. Я даже в снежки никогда не играл. Не любите зиму? Некоторые даже руки моют, да? Да. Ни за что. Если могут ноги, вот, ботинки. Да. а, Потрясающе. Терпеть не могу. Поэтому вы унты носили, Я да? вообще должен был родиться в Африке. Джина иногда приходит с внуками. Альбина приходит почти каждый день, потому что она через меня на работу и с работы через меня. Так что мне не скучно. Тем более, что я вечерами выхожу погулять, там вот эти вот с соседнего дома. Так, Таймураз там, я уже говорю, Льянов, да. там все собираем. Там еще у нас есть Константин, кстати, очень интересный человек. Я сначала думал, что он дворник, а это оказывается просто жилец этого дома. Он с утра приводит в порядок весь двор. Потрясающе. Ты даже спичечку не найдешь, так он Ну, я у вас обходит. была на Да, самом деле и уже очень все там знают, и никто не сорит. А вот видите, как все-таки положительный пример, Да, 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 когда не просто человек замечание делает, Да, да. а он своим примером Да. показывает, да? Он чуть цвет все берет, это все обходит. А рядом набережная, да, наверное, на набережную тоже Да, да, ходите. да. Я больше Да. люблю гулять в парке с защитником Чернобыля. Это Там на БАМе, аллея да? На БАМе почти это. километровая, Да, да, да. и через каждые 10-15 шагов скамеечки. А, все, И я там поняла. очень удобно гулять, да, да. да. А раньше я вот в новый парк ходил, там тоже. Хорошо, мне тяжело подниматься наверх, поэтому. Вот такой вот разговор мы провели, теплый, душевный. Вы поделились очень многим сокровенным, я вам благодарна за это. Вот. А зрителям тоже ваши теплые какие-то слова. Ну, как всегда, жнаррабалтым, ананишима, амончинут. Я думаю, сейчас в ответ столько пожеланий будет от каждого. Я очень хочу, чтобы эти все пожелания сбылись. Я уверена, что они будут самыми-самыми добрыми в ваш Спасибо. адрес. Спасибо. Володя, спасибо вам большое за это душевное интервью. Ирштон штай аннакан баштай ахмар фавод ама дуния шабр кудуа махтаун рашут хабарта куткалам харжижар. Mama Tochter versauen von dir, Scharak ziu die Schade, Schare können, Kade die Schare, Banasche Schare, Bula Marma verbucht.
de jardin, ma jardin, ressard, puschen lauwen, goeden kauwen, ma jardin Gdinag rakaldatav, dishajtafet zakan voladav,